Добрый вечер. В эфире «Региональные вести». В студии Лариса Шамаева. Главные события пятницы. С верой и благодарностью. Студенты обещали следовать пути Ахмата Хаджи Кадырова, который ценой собственной жизни остановил войну в республике. Студенты чеченских вузов после утренней молитвы почтили память Ахмата Хаджи Кадырова посещением могилы. Рамадан – месяц Корана, поста и милости. В столице облачилось праздничное убранство. Все, что нужно знать о главном месяце мусульман, традиции, правила и особенности священного времени в нашем выпуске. Путь к финалу. Сейчас у участников идет самый ответственный этап. Победители отборочного тура Северо-Восточной Олимпиады школьников по родным языкам и литературе готовятся к новым испытаниям. Пятница – лучший день, в который восходит солнце. Она собирает людей умы для величайшего поклонения. В этот день мусульмане устремляются в святыни для чтения обязательной джума молитвы. Рамзан Кадыров вместе с соратниками совершил рузба намаз в мечети имени любимого дяди посланника Хамзата. В своей проповеди имам Магомед Саралиев рассказал о великой значимости священного месяца Рамадан. Это время усердной молитвы, благословенной ночи Лейлятуль Кадр, в которую был ниспослан благородный Коран, и когда милость Создателя простирается над верующими, а искренние дуа находят ответ. ديل يوشن ثاني سبحان صلى الله عليه وسلم سحنشين وش وإيمان دليل وتشين وش أتع عبادة عود يشور غازة وتدعك الخريز سحشو ديل إن شاء الله ولوش دعك الخير طلعت بوشو ديل يوشن أصحابا ديل ريس خيلتون إشي وش غينا يلز من نعري لاش يلز من نعري هذا وش الملائكة وتشين وش تيح دعك الخير خلول عبادة غيلة خلول سحشو ديل دعك الخير إن شاء الله ولوشه إذ حل يسمن شو قيد سوى خنو خنيالشة يحل خر دحك الخن خلول وشة غازة تقل خنول إذ حقيقة يسمن شو حسام وش طلعت وتامش بقص غينا دوت سوى إذ ديل يرجع دقوش خبر صلى الله عليه وسلم ديل يرجع خط صلى الله عليه وسلم أشسن تامش بو إن شاء الله دحك الخن خلول دنيا شو قيد تعشوا دقو خن يحكن خلول وش غازة تقل خن وشة إذ دال حل خر يسمن شو قيقرن تامش بقاش الخيتر ديال إرسنا صلى الله عليه وسلم بقى إليش أصحابش ديال إرسنا إلي صلى الله عليه وسلم أوتشي حلق دحكن خن خلو وشو تبيخن خلبول مارخي بو تبيخن سو دنيا نشوا أقول سجوج تدينا سو تصل دقولا مش تدينا سو بتا مش بحشن إلي ديال إرسنا صلى الله عليه وسلم دويبين إلي سو والله سوشيني يقعها استقلاني الله تنسن يق باش خلوشون يال قيت والله دالا أق مارخي بتعنيس دينا ويف ويخيت بقلوش ويديق دقلوش وجورج أرحل ويداخلوش هر مرخبة تاع مركب خلوة سجن دالقين وش جاش تباه ديال إسنو صلى الله عليه وسلم هر مرخبة دين باش تراويح لا مش دين شان دالقين وش جاش تباه ديال إسنو صلى الله عليه وسلم ويخ إخية تنبين وين دادك بوه بين أق مرخبة تحوي نيستر إخية مول الله دالا قاب ما بيزل هر مرخبة قاب اللويل وين دين بما بيزل هر مرخبة دين باللويل وين. Священный месяц Рамадан – время особого единения с верой и памятью предков. Студенты вузов республики встретили благословенный рассвет коллективным намазом, а после посетили могилу первого президента Чеченской республики Ахмата Хаджи Кадырова, чей путь привел республику к процветанию и миру. Они вознесли молитвы и почтили его память. Репортаж Ахмеда Рамазанова. В священный месяц Рамадан пожилые и молодежь устаивают ночи в молитвах и мольбах, обращенных ко Всевышнему, склоняя голову в земном поклоне на утреннем джамаат-намазе, прося милости Творца для себя и близких. В их числе и студенты ведущих вузов республики, которые собрались на фадж в столичной мечети сердца Чечни.
Следующей точкой посещения студентов стала могила первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмад Хаджи Кадырова в селении Ахматюрт. Туда они направились во главе с министром по делам молодежи Рамзаном Висмурадовым. Студенты совершили дуа, прося милости Всевышнего для чеченского народа и всей мусульманской уммы. دخنا شيء پیدا بالله يفيد إنجي ستة بوشة شيء كانت يقولون ومكة لله سعشة مكة على حاطانا ومثلا جاوش خاخوشة فلسطين بشع قاتشة بوصلنا أتو بوشان ودي شيء دق يفيد صوص بوشة دقو إنجل ودي تندر دوشة. Собравшиеся вспоминали жизненный путь Ахмад Хаджи, который отдал всего себя служению народу. По его наставлениям и примеру следует глава региона Рамзан Кадыров. Отдавая дань уважения, студенты обещали следовать пути Ахмада Хаджи Кадырова, который ценой собственной жизни остановил войну в республике. Ахмед Рамазанов, Магомед Басаев, Вести, Чеченская Республика. Пятничная проповедь в обновленных стенах. В селе Правобережное после комплексной реконструкции открылась мечеть. Жители села совершили коллективный намаз в обновленном здании. На торжественной церемонии открытия присутствовали официальные лица республики и района. Радость такого события разделил и Рамзан Абоев. С высоты минарета разносится величественный азан. Муэдзин созывает мусульман на первый рузба-намаз в обновленной после реконструкции мечети. Пятничная проповедь посвящена достоинствам благословенного месяца Рамадан. После камата верующие встают ровными рядами на коллективный намаз. Спустя 15 лет после постройки мечеть селения Правобережное предстала в новом облике. Интерьер дополнили витражные окна и большие люстры, заливающие зал светом в темное время суток. Финальный штрих обновленного убранства – ковер бирюзового оттенка. Русланс капитальный ремонт и новый маждан. Шон магар нахча ремонт тан и мажд хаду алаш тан суб ибана хош хаттуху. Свез хош дал дикан сбекам буэр тунух кук мяуту анчина. Для местных жителей преображение святыни стало подарком и искренней радостью. Тахан дох хаз совад духар маждик дилан хуза. Хуза иштбош виш хузар васа арчуб و شرديش اشت قهويك جنوسه سويش داله ديكن سبيقن بلق دا ملاتشان ديريز خيلا دينشان مسان قد حيشي به كنجو خسخيت تغن مسو دمياديزك ديناوقا. Для религиозного просвещения молодежи здесь открыто и современное медресе. Также проведены работы по благоустройству прилегающей территории. Архитектурный ансамбль мечети гармонично сочетает в себе исламские традиции и изящные элементы восточного декора. Она способна вместить до 1000 верующих, создавая атмосферу истинного умиротворения и величия. Рамзан Абуев, Адлан Хусаинов, Вести, Чеченская Республика. Особый свет на улицах, особое чувство в сердцах. Для мусульман наступил главный месяц в году, благословенный Рамадан. Время, когда ночи наполнены молитвами, а дни стремлением стать лучше. Рамадан – это не просто отказ от еды и питья от рассвета до заката. Это глубокая духовная работа, время покаяния и единения со Всевышним. О значении этого священного периода, какие традиции соблюдают и что делает Рамадан особенным в сюжете Лимды Жамалдиновой.
Яркие вспышки в ночном небе ознаменовали начало священного месяца. В Чеченской Республике наступление Рамадана встретили с особым трепетом. В это время Всевышний проявил милость, ниспослав Коран, священное писание, являющееся руководством для людей и разъяснением прямого пути, помогающее различить добро от зла, истину от лжи. В Рамадан, как известно, благие дела увеличиваются многократно. Город буквально преобразился. Столица облачилась в праздничное убранство. На главных улицах установлены тематические инсталляции, а сам воздух пропитан атмосферой благочестия и долгожданного праздника, который наступает один раз в год. Традиции благотворительности в этот месяц выходят на первый план. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова постоянно проводит крупные гуманитарные акции. С приближением сумерек в Грозном царит добрая атмосфера. В течение всех 30 дней автомобилистам на дорогах, не успевшим домой на ифтар, раздают финики и воду для совершения разговения. Этим благим делом заняты активисты различных общественных организаций и все желающие. По поручению министра Чеченской Республики по делам молодежи Рамзана Абузайдовича Висмурадова в каждом году запущена акция «Ифтар дороги». Акцию финансирует региональный общественный фонд имени Ахмата Абдулхабиновича Кадырова Далгазат Обулдойлцун, за что мы благодарны главе Чеченской Республики, Герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову за постоянную поддержку и внимание. И также эта акция, как и всегда, будет проводиться до конца месяца Рамадан. Вся республика с особым воодушевлением встречает священный месяц. Жители даже самых отдаленных и горных районов украсили свои улицы и дома вместе с соседями, разделяя радость. В каждом кафе и ресторане региона к ифтару на столах заранее подготовлены финики и вода. Неизменный жест заботы, позволяющий любому посетителю совершить разговение вовремя и причем бесплатно. فينيكش شويتشنا تخولشنا ووشنا دعسقيش بروكش خلمسنغل شو قز حداخش أنا برسبكت بوتين 18 دلما رسترانا شو دوزل شو أحسن فرغت يا أما يعني دوزل دوزين دعدا يشوشون. Время разговения неумолимо близится к концу. Стол уже накрыт. Мальчики, делясь новостями за день с бабушкой, ждут азана. Помолившись, они приступают к трапезе. А с закатом совершается пост у мусульманина. К разговению хозяйки готовятся всегда основательно. Милана Хабриева уже начала приготовление к ифтару. خستني واخوش أقول له يتقمصوا لول خويك دي حرسي عطا جرجل نحبك خصمق دالي ويك مرضى استقبوخ شو خصمقني. Кульминацией 30-дневного поста станет праздник Ид-аль-Фитр. В эти дни двери каждого дома будут открыты для гостей, а улицы наполнятся детским смехом и радостью. По доброй традиции маленькие жители республики отправятся поздравлять соседей, собирая полные пакеты сладостей. Самый любимый праздник Махна Шкобалду. Махна Шкобаля, асях пакет бамы, гули рюкам печи, подружка шакайка. Махна Шкобалда. Месяц милости только начался, впереди много дней, наполненные благими делами и молитвой. Время, когда каждый старается стать лучше, оставляя в сердце место только для света и чистоты. Заместителем председателя правительства, министром по физической культуре и спорту региона запущена акция «Прочти весь Коран за месяц». Кроме того, детям, совершившим все утренние намазы в мечетях, будут розданы подарки. Лимда Джамалдинова, Мосар Хаджиев, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. В священном месяце Рамадан особенно ценятся добрые дела и внимание ближнему. Житель Сырноводска убедился в этом лично. Его просьба, озвученная на прямой линии с главой региона, не осталась просто словами. Его небольшое, но важное желание исполнили. О том, как подарок от регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова сделал Рамадан для него по-настоящему праздничным, расскажет Рабиат Гайтеева. В ходе ежегодной прямой линии с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым поступило обращение от жителя города Сырноводска Шадида Арсанукаева. В письме говорилось о тяжелой жизненной ситуации и просьбе подарить племенного быка производителя. Обращение было рассмотрено специально созданной комиссией, и вскоре было дано поручение передать скот в кратчайшее время. И вот региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова был доставлен породистый бык прямо к дому Арсанукаевых.
أيمن نسي دايريس هيل تار اشتغلنا أستل دينا بجن قص حياة لنوي قيول أبرشين يأيو ويشتع ترى قزع نيستل قان قيشنا نيستوش اشت دينوشكا إيميليني أبرشين دار مالا отпачая нет антитожен вычекёк куда мало. Мужчина признался, что сначала даже не верил, что на его просьбу обратят внимание, и был благодарен главе Чеченской Республики. Обращение коч хиле породистый бычок, алира сонтеха цунагок хигдовш. Это одно из многих желаний, которые были исполнены, и традиция ежегодных прямых линий главы, когда поддержка оказывается оперативно. Этот случай – логичное продолжение масштабной работы. Прямые эфиры, которые проводятся по поручению главы республики, давно перестали иметь просто формат общения. Это работающий механизм, где расстояние между вопросом жителя и реальным решением сокращается до минимума. Рабят Гайсиева, Шамсудин Джабраилов, Вести, Чеченская Республика. В республике продолжает развиваться инфраструктура подготовки защитников Отечества. Российский университет спецназа имени Владимира Путина выходит на новый уровень взаимодействия с оборонно-промышленным комплексом. Это сотрудничество призвано не только усовершенствовать учебные программы, но и напрямую связать подготовку бойцов с отечественными разработками. Подробнее Лейла Муртазова. Российский университет спецназа имени Владимира Путина расширяет сотрудничество с оборонной промышленностью. Делегация из Чеченской Республики во главе с Байбетром Вайхановым посетила предприятие «Рэм-Дизель» в Набережных Челнах. Само предприятие нам интересно по причине производства тяжелой бронированной техники. Такие выездные мероприятия возможны благодаря поддержке Рамзана Ахматовича, также фонда имени первого президента Чеченской Республики Ахмада Хаджи Кадырова. То есть вот эта вот поддержка дает нам колоссальную возможность находить связи, искать возможности в разработках, в учениях. Поездка была осуществлена по поручению Рамзана Кадырова, укрепляя сотрудничество между учебным центром и оборонным заводом. В ходе визита Байбетр Вайханов провел встречу с главным конструктором предприятия Игорем Зараховичем. Стороны обсудили текущее взаимодействие и дальнейшие планы совместной работы. Отдельное внимание уделили подготовке и проведению тестирования новой модели бронеавтомобиля «Хищник-4×4», разработанного предприятием. База университета спецназа позволяет испытать технику в условиях максимально приближенным к реальным. Также делегаты ознакомились с производством выпускаемой продукции завода, где они смогли оценить его технологические возможности. По итогу есть достигнутые договоренности, которые станут основой для дальнейшей совместной работы. Впереди новые проекты и укрепление партнерства на практике. Лейла Муртазова, Ахмед Хизриев, Вести, Чеченская Республика. В Грозном представили инновационный проект, который откроет новые горизонты в градостроительстве и управлении городской средой. Это цифровой двойник столицы региона, уникальная 3D-платформа, которая поможет принять более эффективные решения, привлечет инвестиции. Модель объединяет все данные о Грозном, включая транспортные схемы, инженерные сети и правила землепользования. Эта платформа стала важным шагом в реализации мастер-плана столицы и позволит более эффективно управлять его развитием. Хасмагомеду Кадырову продемонстрировали, как система может отслеживать нагрузку на инфраструктуру и анализировать экономическую эффективность проектов в реальном времени. Мэр города выразил благодарность разработчикам и отметил высокий потенциал этого проекта для дальнейшего улучшения городской среды и повышения качества жизни жителей. Родная речь – это не просто слова, это код нации, ее история и будущее. Именно это доказывают участники Северокавказской олимпиады по родному языку и литературе. Отборочный тур позади, и теперь победителей ждет финал. Подробности в нашем следующем сюжете.
Победители отборочного тура Северо-Восточной Олимпиады школьников по родным языкам и литературе сегодня участники финала. Они со своими учителями с самого утра повторяют материал, который готовили в течение всего года. Готовимся, ждем эту Олимпиаду с учителем, отрабатываем определенные темы, повторяем, заучиваем материал. В основном читал произведения чеченские, много писал, сочинений с учителем, индивидуально работал после уроков. Я готовился, трудился, надеюсь, получится занять какое-то место. Мероприятие началось в актовом зале вуза, где школьников поприветствовал декан филологического факультета университета Аюб Абубакаров, который отметил важность сохранения и распространения чеченского языка. سشود آدر شوب مارش دوری. خودش دیش صدا کاش دیش ابیزودو داخل شون ولادی دو. شو مسئله دال یکتو ولا دال قیمش کاسادوی دال یحبتی. Для каждого народа родной язык – это основа его идентичности, культурного достоинства и самовыражения, подчеркнул директор Института чеченского языка, доктор филологических наук Муса Авхадов. В этом году Олимпиаду по чеченскому языку писали около 200 человек. И это число, как и интерес к самому языку, с каждым годом растет. С помощью видеоролика и концертной программы от студентов участникам предложили окунуться в мир филологического факультета ЧГУ, продемонстрировав процесс обучения, научный потенциал и выпускников факультета в различных сферах. Для участия в Олимпиаде приехали школьники 8-х, 9-х и 10-х, 11-х классов со всей республики и соседних регионов. У нас 2 участника сегодня на данной Олимпиаде. Мы активно, усердно готовились к этой Олимпиаде. Волнение непременно присутствует, конечно, как и в любом конкурсе или в Олимпиаде, но мы уверены, что наши участники покажут достойный результат. По итогам конкурса победители и призеры могут рассчитывать на определенные преференции при поступлении на все гуманитарные направления во многих вузах страны. Сейчас у участников идет самый ответственный этап. В течение 3 часов им предстоит выполнить индивидуальные варианты олимпиадных работ на знание родного языка и литературы, которые включают в себя 10 заданий. Итоги заключительного этапа станут известны в течение месяца. Тогда и объявят имена победителей и призеров. Рабиат Гайтиева, Мусар Хаджиев, Вести, Чеченская Республика. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева. До новых встреч в эфире.